Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень з варшаўскай студыі Еўрарады. Дзень сёння у нас будзе па эфірах насычаны і па гасцях таксама вельмі сур'ёзна, нягледзячы на тое, што пятніца, але падставаў для сур'ёзнага абмеркавання у нас вельмі шмат, і пачнем мы сённяшні дзень размовай з даўгачаканым і любімым нашымі гледачамі і слухачамі госцем, ваенным экспертам Ягорам Лебядком. Добрый дзень, спадар Егор. Добрый день. Спадар Егор, вельмі шмат тэмаў назапасілася, нават не ведаю, з якой пачаць, ці ўсё ж таки з падпісання гэтага незразумела чаго, ці то дэкрэта чарговага, ці то 28 саюзных праграм, сітуацыя на беларуска-польскай мяжы, ну і гэтак далей. Для вас, давайте вот на ваш погляд, якая найбольш актуальная тэма, вот вам падаецца, з яе пачнем? Ну, декреты. Декреты. Ну что ж, давайте і з гэтага і пачнем. Анансуецца ўжо афіцыйнымі і праўладнымі тэлеграм-каналамі. Учора он тэлеграм-канал НТ там з таким пафосом сказаў: ну что, змагары неверагодныя дазмагаліся, а вось поспех, які нарэшце кропка у інтэграцыйных працэсах Беларусі і России пастаўленая. Гайдукевич ввогуле сказаў: ну что, вот дзякуй Еўросаюзу, асабліва Літве, Польшчы, за тое, что яны зрабілі тое, что не маглі доўга зрабіць мы самі, скончылі інтэграцыю Беларусі і России. Так що ж таки, ці варта лічыць падпісанне гэтага дэкрэта канчатковай кропкай у гэтай інтэграцыйнай гульні? Ну, раз затронули сначала информационную составляющую, давайте с нее начнем. Да, вчера целый вал был просто комментов от людей, обслуживающих Лукашенко, что, мол, смотрите, да, змагары, это вы довели до этого, да, что подписали директиву. В связи с чем это связано? Ну, все, кто видел вчера этот декрет, видели, как выглядит Лукашенко, в общем-то, да, то есть, получается, его же словами наклонили ненаклоняемого. Долго он там имитировал вот эту борьбу, преподносил для нейтральных и для Запада, ну, я имею в виду долго, это в течение 5 лет, что он единственный может противостоять России, да, для своих показывал, что он противостоит России, а тут оп, и таки все-таки точечку поставили. И по Крыму, как поставили, скажем так, хорошо обозначили, то есть Крым он прямо там не заявил, да, так скажем, но, как сказал Савиных, да, это недвусмысленное было, так скажем, признание, что ли, с его стороны политическое Крыма. То есть это приглашение в Крым и поздравление крымского народа через Путина, да, а не через Зеленского, например, и так далее. То есть фактически его россияне дожали. Значит, как это выглядело? Провели это все вечером, и на сегодня фактически ни на Белте, нигде новостей нету. То есть выглядит это в информационном плане как: а давайте перелистнем эту страницу. То есть если касательно событий августа, перелистнем страницу, это было просто, ну да, так получилось, как бы надо было там имитировать страну, сохранить и так далее, давайте это забудем и будем вместе развиваться дальше. То сейчас это выглядит как человек, которого унизили, грубо говоря, и хочется просто быстрее это все забыть и перевернуть эту страницу. Значит, как пошло отмывание имиджа, так скажем. Вот это первый закидон, это пошло целый ряд таких комментов, что да, это все змагары, это санкции Евросоюза довели и так далее. Но смотрите, это вы виноваты. Ну, первое, для чего это делается, чтобы отвести Лукашенко как бы ответственность. Вторая часть, это снова, чтобы внести сумятицу в ряды противников Лукашенко, да, там же много кто из его оппонентов говорит, что типа это все там и Тихановские и прочие работают именно как раз втягивание в Россию. Но стоит напомнить, что вопрос по Конституции, например, поднялся в 2018 году. По союзной интеграции начал подниматься не в 2019, как Лукашенко говорит, а опять же в конце 2018. Союзные карты, точнее интеграционные, стали союзными программами до выборов, еще в июне, если мне память не изменяет, 2020 года. То есть все это шло. Никакого отношения ни Евросоюз, ни змагары не имеют абсолютно. Вопрос был времени, а не в итоге всей этой катавасии, так скажем. То есть фактически, если уже говорить о значении августа в этих событиях, то август работал как онкомаркер.
для больного онкологии. Да? Многие же люди долго не хотят идти в поликлинику, кажется, что все нормально себя чувствуют, до того момента, как они не сдадут анализы, чтобы увидеть воочию, с какой проблемой они столкнулись. Вот август это просто обнажил эту проблему, в том числе интеграционную, что всем более очевидно стало понятно, куда мы идем. И никаким это стимулом приближения к России не стало абсолютно. Это просто, ну, так скажем, вот этот тезис, это просто отмывание имиджа Лукашенко в части его борьбы с Россией, что он отстаивает нашу независимость. Не более того, на самом деле. То есть вот это основная информационная часть, которая была вчера активно выплеснута, и сегодня это все затухает. Где-то, возможно, на выходных будет еще какая-нибудь тема, чтобы отвести от этого события вообще внимание максимально. Вот, потому что сегодня это снова открытие какой-то кардиоцентра, потом Октябрьская революция, вот эта чушь всякая, и будут попытаться это как больше замять. Потому что, по сути, программ, если вы обратили внимание, вообще ничего нет, вообще ничего. Если в прошлый раз, 9 сентября, хоть что-то, какие-то тезисы там запостили, да, ерунду всякую, ни о чем, то сейчас вообще ничего по конкретике. И это тоже как бы говорит о том, что вот это подписание, это как раз-таки не достижение Лукашенко, не достижение Змагаров, а то, что Россия добилась того, что она хотела добиться. В целом за истекший год она добилась и присутствия, совершения военного присутствия, и, ну, по крайней мере, подписания вот этих контуров дальнейшего движения в плане интеграции с Россией. Значит, теперь подойдем к уже непосредственно документам. Значит, в качестве утверждения избран декрет. Не постановление Высшего Госсовета, да, как были, а декрет. Декреты Высшего Госсовета принимались ранее сугубо по бюджету, по утверждению отчета и по утверждению самого бюджета союзного государства. Никаких других декретов, по крайней мере, в открытой печати точно не было. Значит, чем отличается декрет от постановления и всего остального? Что после опубликования декрета фактически его положения имеют прямое применение на территории каждого государства. То есть фактически это для нас стал закон, вот, который, в общем-то, выше как бы национального законодательства в определенном смысле. Да? Хотя там тоже есть правовые коллизии на самом деле, но тем не менее, то есть это фактически утверждено как закон, а не как отдельные какие-то там программы, как были по военно-техническому сотрудничеству, например, да, программа согласованных действий МИДа, они утверждаются постановлением Совмина, потому что они локальны, они для конкретных органов. Это же фактически на всю страну, потому что там комплекс мер, да, 28 этих озвученных союзных программ, которые, несмотря на то, что секретные, по заявлению Лукашенко мы их покажем, так и не показали до сих пор, мы их не видели. И более того, даже вот в этих кадрах показаны только декреты, сами программы по-прежнему не показаны. И не удивлюсь, если их не опубликуют в открытой печати до проведения референдума, а то и после, если вообще референдум этот будет, да, это отдельная тема. То есть, что там на самом деле, до сих пор непонятно. А если непонятно и в таких втихаря и замалчиванием дела, то имеет смысл бить определенную тревогу, имеет смысл. То есть здесь алармизмом не будет такого, так скажем, превышения, потому что реально все тихорят, до сих пор тихорят, и с бледным видом это подписали и пытаются быстрее замять все. Вот что фактически произошло. Да, и еще, если брать уже этот декрет, фотографию которого показали, там последний пункт говорит о том, что помимо вот этих союзных программ, Совмином и Нацбанком еще дано поручение до конца текущего года как раз-таки выработать предложения по иным положениям договора. Да? А там это же и валюта, и политические органы, и так далее, и так далее. И это все до 31 декабря этого года, если память не изменяет, 21, по-моему. Вот. То есть получается, что это активизация работы фактически, нет, прошу прощения, 22, да, до следующего года. То есть фактически это получается заложено как минимум общая канва и план-график, что ли, движения. Естественно, если раньше Лукашенко мог что-то саботировать, и такие вот постановления Высшего Госсовета или союзного Совмина, тем более, можно было нивелировать, учитывая, что это по одному органу, то сейчас это фактически закон. Конечно, его тоже можно саботировать, само собой, как и любой другой, но раньше ресурсов было много, политических, экономических, имиджевых и так далее. Сейчас Лукашенко не только падает. И точек роста, как это говорится у экономистов, вообще как бы не наблюдается, кроме как российского кредита. Поэтому сейчас будет вот по классике: утром деньги, вечером стулья. То есть выполнил, ну и плюс этот декрет указывает, что раз в полгода будет отчетность. Вот, и думаю, так это и будет. То есть полгода прошло, выполнено мероприятие, получи кредит, либо там, не знаю, какие-то льготы по газу, нефти и так далее. Нет,
значит, работаем как дальше, ищи деньги где хочешь. Я удакладнюся, вось глядзіце, я читаю меркаванне экспертаў того ж самага Артёма Шрайбмана, ці вось сёння прачытаў Петра Кузнецова і ну і іншых таксама, і пераважна большасць кажа, што да не час пасыпаць галаву попелам, паглядзіце, подписываліся гэтыя там розныя там дамовы, дэкрэты, пастановы наконт інтэграцыі і раней, он нават жорсткія па ўжо там увядзенні адзінай валюты і гэтак далей, і нічога няма. Тое ж самае, маўляў, будзе і тут. Але вы сцвярджаеце, што не ўсё так проста, нягледзячы на тое, што нібыта гэта нейкі дэкрэт толькі, але карты гэтыя ці праграмы так і не показалі, а выконваць іх будуць, і невядома што. Да, то есть здесь две основные особенности, я говорю, что отличает вот текущую ситуацию с этим декретом от всего остального. В правовом поле это декрет, ни одна программа союзного государства не принималась декретом, это колоссальное отличие в правовом плане, я имею в виду, что это серьезный шаг, действительно серьезный. Декретов такого плана не принималось вообще, ну в открытом, по крайней мере, виде, да. Были программки там на уровне Совмина и прочее, это орган один, их можно всегда легко отфутболить, сославшись на этот орган, а политическая воля, мол, это у нас совсем другая, мы идем, единяемся. Это же действительно как закон союзного государства, который для нашего государства, для России будет действовать. Вот, ну должен действовать, скажем так. Это первая часть, касательно формально-правовой. Касательно реальной, в плане вот, да, можно саботировать, я же говорю, что тут отличие ситуации в том, что нет ресурсов у Лукашенко, чтобы легко противостоять, так как это было в 2000-х годах и 2010-х, тем более там где-то в 15-17-х годах. То есть вот это две ключевые особенности, которые отличают. И третий фактор, да, что до сих пор не опубликовали, значит, не все там красиво и гладко, и все можно спустить на тормозах, как это хотелось бы видеть и ожидать, так скажем. Если бы там все было лайтово и без проблем, так в чем проблема? Публиковали программу уже там, ну, с сентября как минимум, когда их согласовал Совмин. Но их до сих пор мы не видим, повторюсь. Калі звярнуць увагу, нават гэты дэкрэт падпісалі не прэзідэнты Беларусі і России, подписали кіраўнікі вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы. Я да чаго на гэта звяртаю увагу. Вот зараз вельмі шмат каментароў з нагоды таго, што Лукашенко нелегітымны прэзідэнт, яго подпіс нічога не азначае, яна там не вартая даверу і гэтак далей і гэтак далей. Але ж не прэзідэнт падпісываў, гэта мае нейкае значэнне ці не? Ну, подписывал не главы государства, подписывал председатель Высшего государственного совета, коим является на данный момент, ну, как по договору этому президент Беларуси, коего Россия считает, что это Лукашенко, так, если брать так. Касательно легитимно, нелегитимно, отбросьте эти детские фантазии. Значит, первый момент. Если вы говорите о том, что что-то поменяется в пределах полумесяца, там, ну, 2, да, можно говорить о легитимности и сказать, что это ничего не значит. Но когда это будет работать год, 2, 3, то никакого значения, кто это подписывал, не имеет, потому что начинает работать система. И суть вот этих интеграционных карт для России – это втягивание в Беларусь именно, то есть расширение своего экономического рычага влияния на Беларусь. То есть прекращение этого договора будет просто приводить к более серьезным последствиям экономическим, прежде всего, а экономических и социальным, естественно. А на фоне управляемой информационной политики можно сделать страной что угодно. То есть вот в чем цель, фактически, это работа для России. Да? И плевать ей легитимно или нелегитимно Лукашенко абсолютно. Как и через полгода, год, без разницы, будут все забудут про этот декрет, и начнет работать система. И неважно, что вы там считаете Лукашенко нелегитимным или не считаете, это абсолютно неважно. Это будет работать, увы и ах. Вот. Касательно легитимности, это, считаю, вообще в нашем в белорусских условиях пустое слово. То есть, если брать какую-то там, ну, Европу, допустим, и прочее, это понятно, это признание государственных институтов и способов избрания главы там, государства, так или иначе, признание его и противниками, и не противниками за счет того, что прозрачные институты и так далее. В Беларуси ничего этого нету. В Беларуси нет понятия легитимности. В Беларуси есть хай так и будет, или все-таки будем бодаться дальше. Вот что есть в Беларуси. Речь о легитимности, я говорю, это пустой увод внимания в политическую сферу, которая в Беларуси здесь на самом деле не так относится.
То есть согласны будут люди так жить дальше или не согласны? Вот что, как стоит вопрос в Беларуси. Они легитимность, нелегитимность, правовая, юридическая, это все пустословие, на мой взгляд, абсолютно. То есть, а суть такова, что если не будет противодействия этим мерам, то они будут работать. Вот и все. И считать легитимным или нелегитимным не важно. Просто когда придет новая власть, да, можно отменить этот договор, например, без вопросов. Но суть такова, что это не просто какой-то договор, как, я не знаю, там, Организация Объединенных Наций, условно говоря, а это договор, который будет приводить к затягиванию в Российскую Федерацию в экономическом плане, да? То есть вот и все. Именно в таком контексте нужно рассуждать о текущей ситуации в плане интеграции, а не вопрос легитимный, нелегитимный. Повторюсь, это детские фантазии. То есть это можно говорить, когда вопрос, что власть изменится за месяц. Тогда можно сказать, что да, договор нелегитимный, отменяем, и все хорошо. Когда он будет работать там год-два и дальше, то, извините, это абсолютно неважно, легитимно он или нелегитимно. Тут вопрос уже в конкретике и в действиях, а не формально-правовом. Таким чынам, колькі часу вы яшчэ даеце на існаванне незалежнай і суверэннай Беларусі? Ну, это сложный вопрос, на самом деле. Не скажу я вам так сразу, поэтому сложный вопрос, на самом деле. То есть многофакторный, и что тут ляснет, и когда, это большой вопрос. Не буду говорить, что я могу это спрогнозировать. Ну да, але сапраўды, вось правильно спадар Егор кажа, калі зацягнецца выкананне гэтых праграмаў на год, два, не дай бог 3 і больш, то тады вось выцягнуць краіну з гэтай багны, калі тут ужо ёсць расійскія вайсковыя базы, калі ўжо не дай бог там адзіная валюта і эканоміка ўцягнута па самыя вушы у эканоміку России, выцягнуць это ўсё будзе даволі складана, якой бы новая улада не была. Да, и еще тут хотел бы по этому декрету отметить, что фактически вы видели временные рамки, да, это 2 года, 22-23, ну там 21 на 21 тут уже не осталось фактически. 24 года проблема не снята, да, ну, известная проблема с Российской Федерацией Путина, условно говоря. То есть к этому моменту как раз, видите, до 23-го, не до 25-го года, как раньше, 27-го даже в первых картах речь шла, там, если того же Макея вспомнить, то сейчас речь 22-23. Да, это может быть меньше шаги, чем изначально они там замахивались, когда речь за 25-м шла, но это будет конкретика. Это будет конкретика, которая должна привязать, конкретно привязать, и чтобы на 24-м году, как Путин, в общем-то, и говорил, выйти уже на политическое регулирование, то есть создание политических институтов. И видите, это сжатые сроки, это не десятилетие, это 2 года. Будет жесткий контроль, естественно, со стороны Российской Федерации над исполнением этим. И, конечно, вот это еще одно, что отличает сейчас от того, что ай-яй-яй, да, подписывали, все это ерунда, саботировалось. То есть, повторюсь, нет ресурсов и сжатые сроки. И это действительно чревато сейчас. Очень чревато для Беларуси в сравнении с тем, что было там 10-15 лет назад. Але ці не азначае гэта, што Лукашенко фактычна падпісаў тэрмін свайго знаходжання ва ўлады до 23-го года? Ну, возможно, вполне возможно. Он рассчитывает на 25-й год, судя по его заявлениям всем, да. Но что это будет, вполне возможно, что и подписал, да. Давайте яшчэ вернемся, вы так закранули, але тэма с Крымам. Вось наш глядач Максим пытается, все ж таки, что значит с пункту гледжання міжнароднага права прызнанне Крыма де юре расійскім? Як это адбываюцца? Подписываются нейкія дэкрэты, дыпламат уручае нейкую грамату, ці дастаткова вось гэтай заявы так званага дэпутата Савіных і такого шкадавання Лукашэнкі, што яго Путин у Крым не запросил? Никакого де юре не требуется. Если брать по союзному государству, например, да, территория союзного государства – это территория 2 государств – Беларуси и Российской Федерации. Если Российская Федерация считает, что Крым – это ее территория, то ну, вот фактически это территория союзного государства Крым, да, будем говорить так. Это не новое государство возникшее, которое действительно следует признавать либо не признавать. Это изменение территории государства, а изменение территории государства другого, да, это фактически его внутренняя сторона, ну, если она не затрагивает международное право. Здесь затронуло, само собой, но понятно, что международное право в данном случае трактовать будет Беларусь в пользу Российской Федерации, что там произошел референдум, и они добровольно присоединились. То есть никакого де юре признания не должно быть. То есть правильно в этом смысле сказал Савиных, что просто не хватало
как он сказал, не хватало заявления политического для российских медиа. Вот то, что и произошло фактически. Де юре ничего не требуется. Россию мы признаем, все, в ее границах и территориях. А территорию свою определяет внутренним законодательством каждое государство. Вот и все. Еще можна сказаць, что учора такое дэ-юрэ прызнанне гэтай тэрыторыі расійскай вуснамі Савіных адбылася. Ну, скорее де-факто и Лукашенко. Вот, то есть де-юре, я же говорю, де-юре фактически оно было автоматом признано, как Россия включила в состав как субъект Российской Федерации Крым. Вот и все. Просто-напросто ждали все вот такого вот фактического заявления со стороны Лукашенко. Да, прежде всего украинцы, там все у них какие-то влажные фантазии были, что он не признает, что он сопротивляется России, все хорошо. Но, как видим, все показывает то, что не видит сразу, ну, со временем увидит. Европейцы увидели, украинцы увидели. То есть, повторюсь, то, что происходит сейчас, это не изменение каких-то событий внешних. Это все логичное следствие вот тех действий, что Лукашенко предпринимал на протяжении всего своего правления. Просто сейчас приходит финальная стадия, терминальная стадия. Надеюсь, не для Беларуси, а только для его политической власти. Якой рэакцыі варта чакаць на гэта з боку Украіны? Я тут уже чытаў такі допіс наконт таго, што зараз Зеленскаму пасля гэтых вось заяваў Савіных і Лукашэнку будзе даволі цяжка тлумачыць мільярдныя закупкі на мільярды даляраў беларускага бітума, дизеля і ўсяго астатняга. Ну, естественно, но надо же понимать, что Украина это все-таки не авторитарно централизованное государство, как Беларусь и Россия, что там сказал один и все побежали, сделали, да, то есть понятно, там есть свои олигархи, есть мелкие конторы, которые будут этот бензин возить в любом случае, вот, то есть и это проблема, да, как бы с одной стороны. С другой стороны, получается, что сейчас это уже проблема стала Зеленского лично, да, то есть действительно как общаться с Лукашенко и как дальше действовать, потому что это фактически, получается, работает против его имиджа. В целом взаимоотношения с Беларусью, ну, по крайней мере, вот в части такой. Касательно военной составляющей, ну, вот такие они недальновидные, то есть давно надо было предусмотреть поставки вот этих бензина с каких-то других стран, по крайней мере, на время ЧЕ, да, то есть, но пока, вот повторюсь, тянул Лукашенко с этим фактическим, да, признанием, так скажем, заявлением игрался, то и украинцы, естественно, на это велись. Да, я думаю, на самом деле еще и дальше будут вестись. Вы же посмотрите, я думаю, через месяц, полмесяца начнется какое-то такое бадание снова Лукашенко с Путиным, там, чтобы проимитировать снова вот это, что он противостоит. Да, надо, во-первых, для своих сторонников показать, для нейтральных показать, что он все-таки противостоит России, потому что еще до выборов его позиционировали, ну так, втихую, так скажем, как защитника против России в Беларуси, да, а не только Запада, точнее, не столько Запада. То есть, естественно, сейчас ему надо будет этот имидж откатать как-то, и не удивлюсь, если там еще до конца года будут какие-нибудь выборки там по этому союзной интеграции, чтобы, повторюсь, два фактора. Это на внутреннюю аудиторию, ну, прежде всего, не аудиторию, даже на своих, так скажем. И вторая, это вот для Украины и, может быть, для Европы, если он там все-таки попытается как-то вылазить. Судя по тому, как его прижали, реально, то есть он некомфортно себя чувствует, поэтому будет пытаться где-то какие-то выходы искать еще. Но возможности уже нет. Сам их порезал себе успешно, вот и пожинает. Що ж таки, магчымасцяў цалкам нема. Там я чытаў Ігора Тышкевіча, ён, правда, так і не раскрыў карты свае, але кажа, што магчымасці выслізнуць ці праслізнуць праміж кроплямі дажджу яшчэ штучки 3-4 засталося. Нет, ну, конечно, он может где-то попробовать повзаимодействовать там, ну, косвенными путями, как-то повыискивать, но стратегически, то есть для Европы стало понятно, да, что это как-то молодежь сейчас говорит, токсичная фигура, да, вот, для украинцев, ну, будет доходить, как говорится, не доходит через голову, дойдет через другие места, да, для всех доходит просто, что есть режим Лукашенко, ну, и для России, в общем-то, понятно, для России он удобен как статус-кво, как такой, кем можно попугать Европу, когда надо будет, например, с ней какие-то обострения сделать для своих выгод, так скажем, получения. Вот, Украину можно попугать очень хорошо в информационном плане Лукашенко. То есть пока он для них удобен, он делает то, что надо, да, то есть в военной части сотрудничества он делает. Ну, во-первых, потому что он для себя не видит угрозы в военном сотрудничестве, не считая переподчинения армии, потому что армию и силовиков он считает как своей
опорой надежной, никогда он не отдаст переподчинение, ну, если его вообще окончательно не прижмут как-то. Вот. Но размещение каких-то российских войск поэтапное для него уже не угроза, потому что уже Западом особо не поиграешься. И возможностей таких меньше, значит. То есть лазейки где-то есть, конечно, но они сужаются. И даже, как мы видим, что и выходы на то, что он рассчитывал в августе, и Китай нас поддержит, и там, условно говоря, Ближний Восток, и так мы выйдем и от Европы, и от давления России, не получилось. То есть эти окно возможностей сужается. То есть если раньше была возможность, ну, скажем так, провести какие-то там диалоги и так далее за свою власть и дальнейшее развитие, да, то сейчас уже просто это диалоги, не знаю, на что может быть. То есть если раньше он мог идти на диалог, так скажем, как, ну, для каких-то выгод, то сейчас у него остаются лазейки просто для удержания власти на диалог. Но пока он не пойдет на это абсолютно. То есть для него, ну, если говорим о диалоге даже с Украиной, допустим, ну, я имею в виду с руководством Украины, как вы говорите, или Запада, для него они ментальные враги. И он действительно живет в ситуации, что вот это враждебное государство, которое, да, вот свою эту модель какую-то западных ценностей, там, не знаю, геев и так далее навязывает. Для него не враги, для него сложно туда пойти. Вот. Путину он пошел, как бы, и вот какие-то там поддержки есть. Но финансовые, как мы видим, 640 миллионов до сих пор не перевели. И я думаю, пока не будут каких-то шагов, еще не переведут. Вот, то есть лазейки сужаются на самом деле. И в Ближнем Востоке, и Африка, не так, скажем, ну, Африка вообще там мало на самом деле, что значит для экономики страны. Вот. Но, повторюсь, можно откатить и по правам человека попробовать, позаигрывать, по смертной казни в Конституции. Я думаю, они, кстати, может, и будут что-то продавать в этом плане. Вот, то есть что-то такое можно попытаться. Конституцию будет педалировать, что смотрите, мы как-то будем демократизировать что-то и так далее. Но, повторюсь, это уже на самом деле такие, я думаю, сам понемногу до него доходит, что у него уже маневровые возможности все меньше и меньше. И ментально, и чисто организационно. Да, ну вот вам і адказ тым, хто сцвярджаў, што адзіны гарант незалежнасці Беларусі гэта Лукашенко. Именно. И повторюсь, что вот это вот фактически его дожали сейчас, да. Тут же вопрос в чем, помнится, не помню, наверное, в феврале, может, в марте, о чем мы говорим, мы Крым вопрос поднимали, что для России он не принципиален вот с точки зрения какой-то там правовой и так далее. Для России он был символичный, нагнуть его и припечатать, так скажем, да, и они этого добились. То есть это был символический шаг подчинения, это как доминирование, да, такой в психологическом плане. Вот для чего надо было это России. Никаких там других взаимоотношений там в правовом поле, политическом, это все пустое. Это был чисто психологический фактор, которого не добились. Естественно, Лукашенко сейчас, ну как это, прилюдно вот добились того, что от меня хотели, а я такой ненаклоняемый. Естественно, что ему сейчас надо будет как-то этот имидж пытаться реабилитировать. В чем это выразится, в каких-то боданиях или так далее, я пока сложно сказать, но однозначно, что это будет. Но повторюсь, что реалии добиться каких-то уже возможностей почти нет. Информационно только. Давайте яшчэ на одну важную актуальную тэму, гэта ўзрастанне напружанасці на беларуска-польскай мяжы. Ужо польскі бок заяўляе пра правакацыі ўзброеныя, то там нібыта людзі апранутыя ў вайсковую форму і са зброяй пераходзяць мяжу, то яшчэ нешта. Безумоўна, то самае беларускі бок кажа там альбо ў стылі какие ваши доказательства, альбо ой, а кто это сделал? Але насамрэч ці чакаць нам такой маленькой пераможнай войны беларускага рэжыма с гэтым нееглым натом? Ну, конфликта какого-то можно ожидать, конечно, такое. Я аж давно говорил боестолкновение. Но явно, что это не война и точно не победоносна. Ну, по крайней мере, на длительном этапе, да. То есть это, кстати, один из путей, как бы можно как обойти вот все эти интеграционные штучки, тут сказать, что у нас война, ребята, давайте мы пока не до этого, и референдум в том числе. Вот. Касательно напряженности, да, растет, стягивание войск растет с обеих сторон, это всегда плохо, то есть повышается как минимум, ну, статистически вероятность инцидентов, даже не то, что там по прямому какому-то умыслу и так далее. Просто может что-то случайно произойти, потому что много людей на границе и на стыке, да. Кто-то вдруг там нечаянно на курок нажал и так далее, и так далее. Вот. А учитывая, что информационный подогрев сильно растет, то это действительно еще больше повышает риск каких-то конфликтов, боестолкновений. Вот. Касательно
заявлений на границе с обеих сторон, они действительно, каждая из них, повторюсь, каждой стороны, не только с нашей, но и с польской, либо литовской, однозначно нужно проверять, потому что обе стороны сейчас работают на повышение вот этого негатива. И если действительно нет прямых визуальных доказательств, да, то, конечно, лучше это все-таки не рассматривать, потому что это скорее будет играть действительно на повышение вот этой вот конфликтности. То есть в информационном плане, я сейчас обращаюсь к СМИ, что ли, так сказать, то есть действительно нужно хорошо это все отслеживать и стараться не нагнетать, а больше разбираться действительно в ситуации. Потому что, ну, вот такая вот рост информационной подпитки, что что-то будет, оно действительно приводит к тому, что что-то может и произойти. Вот. И все войны, в общем-то, если почитать газеты, там, ну, 39-й год, 41-й год, да, даже 14-й год, на самом деле, то есть до каждой войны всегда, как минимум, там, ну, 3 месяца, 4 шла и информационная накачка такая, так скажем, и не только дегуманизация врага, как он плохой, но и, в принципе, вот касательно пограничных инцидентов. Поэтому этот фактор нужно оценивать всем. Хорошо и объективно, и обществу, и СМИ. Ну, СМИ как сейчас основа, что ли, ведения такой информационной войны. Дарэчы, вось гэта укладаецца у канву вядзення інфармацыйнай вайны, сітуацыя, якая была з артыкулам у Палітыко наконт расійскіх войскаў у Ельні, там у Клінцах, вот этих перамяшчэннях, што, маўляў, тут што бы это магло азначаць, ці ёсць тут пагроза для Беларусі, а можа і сапраўды рыхтуецца нейкая узброеная правакацыя на якой-небудзь мяжы з Польшчай умоўнай, і тут расіяне, тут як тут, каб хутенька долучиться. Ну, тут як тут, это же основа действий региональной группировки, которые на Западе подготавливали. То есть здесь им не надо в клинцы первой танковой армии перебираться, как там политика говорится, да, что там войска именно первой танковой армии прибыли на полигоны там Брянскую, Курскую, ну и в том числе и Ельни. Вот, то есть для этого, собственно, не надо, они готовы и так прибыть, условно говоря, там, ну, развернуться в зависимости от частей, от дня, если говорить с ВДВ, до там, ну, недели 3, если касательно общей группировки развертывания. Вот, поэтому, ну, это не связано. Более того, ну, я, честно говоря, не видел подтверждения других, кроме статьи «Политика», ни от Пентагона, ни от кого, о каких-то перемещениях войск. И если говорить уже о перемещениях, даже если они есть и продемонстрировать, ну, оценивать вот то, что там как бы представили, то это в любом случае далеко не тот масштаб, который был в марте, вот как стягивали к Южный военный округ, к границам с Украиной и россияне. То есть, скорее всего, это просто часть информационной войны, которая сейчас активизировалась в связи с тем, что украинцы заняли село, одно населенный пункт приграничной зоны, точнее зоне разграничения Байрактары использовать активно начали, подтягивают войска где-то на ротации, конечно, больше. То есть американское военное руководство прибывает, снова переговоры по НАТО, там или готовность выражает взаимодействие. То есть, и естественно, что в России будет то же самое противодействие. Оно может быть как вот таким вот демонстративным перемещением войск, так и просто в политическом плане, информационном заявлении. Вот. И то же самое и украинцы работают на информационный фронт свой. То есть здесь не надо делать кого-то идеально белым, кого-то идеально черным. Да? Все работают в информационном плане на свои интересы. И поэтому статью это однозначно ценить, как это на самом деле было перемещение войск, пока проблемно. Повторюсь, потому что нет с других источников подтверждения, по крайней мере, я не видел. От американцев точно. І спадар Егор, задаюць цікавае пытанне, і сапраўды вот як з верагоднасць, асабліва калі ўзгадаць сітуацыю ў Крыме, як яго, так бы мовіць, далучалі да Расіі. Калі Расія скажа, што Беларусь таксама тэрыторыя Расіі, допустим, правядуць рэферэндум, сфальсіфікуюць вынікі і заявяць, гэта як успрымаць? Таксама просто змена межаў Расіі. Ну, сапраўды, з'яўляюцца нейкія там чалавечкі, якія купілі нейкую форму ў военторге под Бранскам, перакрываюць, я не ведаю, там палац незалежнасці і там яшчэ дом ураду, і праводзяць рэферэндум на ўзроўні пры тых рэпрэсіях і пры той сітуацыі, якая зараз ёсць у Беларусі. Ну, как бы так вот можно и провести, и кольки там людей выкажется за ці супраць, неважно, и все, Крым-2. Ну, не думаю, что какой-то Крым-2 будет. Это, во-первых, не надо, это затратно, это проблемы, которые можно обойти, просто подождав 10 лет.
еще 10 лет. То есть, ну, помните, мы опять же с вами говорили, что у россиян, вообще говоря, у них в отношении Беларуси, да и Украине тоже была на самом деле тактика длительного втягивания обратно. Единственное, что на Украину не хватило ресурсов, Украина не централизованное государство, которым сложнее управлять, чем Беларусью на самом деле. То есть одного Лукашенко взяли, все, вся страна, да, в Украине это не так на самом деле. Вот в чем наше отличие. Касательно референдума, сейчас он не нужен, то есть если брать вот какая канва в отношении нас предусмотрена, то это первый этап, это союзное государство, ну вот как они подают экономическое, дальше то, что Путин, в общем-то, озвучил, и то, что прописано в этом договоре, это создание политических органов, которые, естественно, будут вынуждены люди создать, чтобы регулировать вот эти экономические отношения, да, взаимные. Далее это уже полный конституционный акт этого союзного государства, и далее смотрим, что союзное государство, как по первой статье, это всего лишь новый этап в единение двух народов в одно государство. То есть конфедерация превратится в федерацию. Вот такой поэтапный путь. Попутно работа в информационном плане на затягивание, в экономическом затягивании народа в Российскую Федерацию, устранение своей субъектности мышления, на что Лукашенко успешно работает, да, в плане устранения национальных символов и независимости, а больше переходит на идеологию российско-советскую. Вот это расчет как бы. То есть какой-то крымский сценарий такой здесь будет, когда уже реально, могут ощутить, что в самом деле теряют страну, как вот, или покажется им, да, что тут ай-яй-яй сразу в НАТО вступят. Вот. Пока я таких реально не вижу смысла россиянам что-то здесь делать. Касательно референдума, да, само собой здесь любой референдум можно провести как угодно, то есть и напишут в протоколе то, что надо, этого вопросов нет. Вопрос, что будет дальше. И те вопросы даже, которые они там сами пытались сделать и прочее, то есть не рад пока, так скажем, большинство народу вступлению в Российскую Федерацию. И повторюсь, для России пока особого смысла это нету. То есть можно провести этот в два этапа, когда сами люди будут считать, что это их добровольный выбор войти в Россию. И это, естественно, кажущееся им завершение, что ли, вот этого вот пути. То есть на это россияне работают. Это информационная работа, то есть операция влияния длительная, то, что они делают. То есть и мягкая сила, и без жесткой силы, скажем так. На заканчэнне вы там, здаецца, падчас размовы такая фраза прагучала: калі гэты рэферэндум усё ж таки адбудзецца. У вас ёсць сумневы, што ён усё ж таки адбудзецца? Ну, в сэнсе, ці могуць яго адмяніць, узяць? Ну, конечно. То есть для меня, допустим, видно, что эта конституция – это сугубо давление Российской Федерации. Началась она с 2018 года. Можно вспомнить, что было в апреле, по-моему, там послание Лукашенко парламенту. Вот, и когда все ожидали, что будет заявление по Конституции, какие-то изменения, но произошла революция в Армении, и тогда он заявил, что в этих тяжелых условиях мы не можем менять Конституцию. То есть условия у нас сейчас на порядке хуже, чем в апреле 18-го, так? Но, тем не менее, какую-то Конституцию делаем. Изменение ему Конституции вообще не нужно. То есть он как рассчитывает до 25-го года сидеть минимум, он так и рассчитывает. То есть те, кто надеется, что даже изменится Конституция, что-то сразу поменяется, нет, я уверен, что там будет начало действия с 25-го года. Ну, по крайней мере, в части его отмены президентства, да. Вот, то есть это чисто давление Российской Федерации. И смысл ему все сразу продавать. То есть можно потянуть, он же и сказал на заседании Высшего Госсовета, я думаю, мы в феврале проведем. Хотя до этого как бы проведем в феврале. То есть это тянется. И плюс для него политическая кампания пока это все равно в ущерб. Любая политическая кампания, будь то местный совет депутатов, которые устранили, да, выборы, будь то референдум. Это даже если он будет всего лишь 1 месяц. Вот, поэтому я пока, честно говоря, с вероятностью 70%, так скажем, склоняюсь к тому, что референдум, ну, как минимум в феврале не будет. Учора з нагоды гэтых усіх падпісанняў прачытаў ад аднаго карыстальніка ў Фейсбуку такую фразу: трэба валіць, давядзецца пакінуць магілы продкаў, каб не сядзець і не плакаць над магіламі нашчадкаў. Вы что скажете? Ну, к этой же фразе всегда есть два варианта: оптимистичный, пессимистичный. Пессимистичный куда, оптимистичный кого. Но только это не призыв к насилию, это в переносном смысле, да, так скажем. То есть нужно не уходить в пассив, так скажем. Делайте, что можете, и все. Потому что вот это бежать, ну, извините, добежим до финской границы или куда там Бендер бежал, где ограбят, и все. То есть нужно что-то делать для себя. И повторюсь, вот если уже затронули этот аспект, то ставить цели себе надо самому. У нас вот многие говорят там про революцию, да, ожидание планов.
На самом деле у нас основная революция, вот, которая в сознании должна произойти, что не нужно ждать планов сверху, не нужно смотреть на дядю сверху. То есть два тезиса должны быть. Это то, что вы сами для себя должны ставить цели. И второй тезис – это, собственно говоря, налаживание коммуникации с окружением. То есть это даже не революция, это как раз сейчас наше общество возвращается на естественный эволюционный путь, в котором каждый индивидуум развивается лично и при этом налаживает и успешную коммуникацию с группой для того, чтобы группа могла противостоять каким-то внешним угрозам, в том числе для защиты этого индивида. То есть это эволюция. Это то, что Лукашенко давил все эти годы. То есть когда все мы смотрели на дядю верха, сверху ждали, что он скажет. На этом дяде мы всегда вешали ответственность, что если что-то не получилось, начальник дурак, он виноват. Вот и все. То есть вот что у нас должно произойти в первую очередь. В сознании мы должны вернуться на естественный путь эволюции. Это даже не революция, повторюсь, а именно вернуться на эволюционный путь, от которого нас отклонили на 30-летие. Да, это очень сложно, но это нужно сделать, и тогда все будет хорошо. Вось, дарэчы, каму цікава гэтыя апошнія развагі спадара Егора, то, калі ласка, больш шырака ён імі падзяліўся з намі падчас размовы ў межах праграмы «Ідэя X». Калі ласка, можете знайсці в Ютубе на Еўрарадыё на старонцы VPN. Уключайце, і ўсё будзе. І там паслухаць. Спадар Егор там добра разважае на гэтую тэму. Ну што ж, і фактычна зараз прагучаў адказ тым, хто абвінавачвае там Ціхановскую, Латушку, там яшчэ невядома каго, што вы тут все пра фукалі, і где ваш план перамогі. Дзякуй вялікі. Ну што ж, Егор Лебядок, такое бачанне сітуацыі не вельмі, скажем так, абнадзейваючае, але тым не менш маема, што маема. Лепей жыць у рэчаіснасці, а не апранаць ружовыя акуляры. Дзякуй вялікі. Егор Лебядок, Зміцер Лукашук у эфіры Еўрарадыё. Слухайце, глядзіце нас, думайце галавой.